Вечер пятницы продолжает программа «Новое время». В ближайшие полчаса о самых интересных и важных новостях этого дня. В студии Ульяна Ашимова, сурдоперевод обеспечивает Багдаулет Кошбанов. И вот главные темы выпуска. Почему в казахстанские села до сих пор не могут провести интернет? Об отсутствии рентабельности и взаимопонимания с чиновниками рассказали провайдеры. Павлодар восстанавливают после мощнейшего урагана. Не обошлось без жертв. Почему казахстанские скакуны считаются одними из самых выносливых и неприхотливых в мире? О секретах их силы и верности в нашем репортаже. Дорожную карту о строительстве АЭС в нашей стране утвердили Казахстанское агентство по атомной энергии и Росатом. В документе прописаны этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательных работ, заключение ЕРС-контракта и разработку проектной документации. Глава агентства Алмасадам Саткалиев отметил, что рассчитывает на тесное и прозрачное взаимодействие с партнерами для обеспечения высокого уровня безопасности и локализации производства. Полномасштабную кооперацию с Китаем Олжас Бектенов назвал важнейшим приоритетом Казахстана. Премьер-министр провел совещание по сотрудничеству с Поднебесной и реализации инвестпроектов. Глава Кабмина подчеркнул, необходимо активизировать работы в тех регионах, где нет новых проектов. Это область Абай, Восток и Запад страны. Премьер поручил руководству этих регионов в кратчайшие сроки наладить взаимодействие с партнерами и предоставить конкретные предложения. Напомню, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпинь провели переговоры в Астане, по результатам которых удалось достигнуть ряда договоренностей. 58 коммерческих соглашений на 24 миллиарда долларов подписали на форуме «Центральная Азия. Китай». Серьезный импульс сотрудничеству придал недавний визит председателя КНР в Казахстан. Он в очередной раз продемонстрировал высокий уровень политического и экономического сотрудничества между двумя странами. Я лично буду держать на контроле и оказывать полное содействие каждому реализуемому проекту. И еще глава правительства сегодня поручил создать в регионах штабы по управлению водными рисками. Они должны будут функционировать в период активного роста сельхозкультур. Их задача – не допустить неправомерное водопользование и оперативно реагировать на нарушения. В состав этих штабов войдут представители госорганов и объединений фермеров. Также Министерству водных ресурсов поручено внедрить цифровые системы мониторинга водопользования и наладить более тесное сотрудничество с соседними странами по вопросам использования трансграничных рек. Общую координацию работы штабов возложили на вице-премьера Каната Бозумбаева. Больше 7 миллиардов тенге из бюджета выделили на борьбу с саранчой. На эти деньги по всей стране обработают 2 миллиона 100 тысяч гектаров земли. Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжихануле, сегодня ситуация в стране стабильная. Проводят дезинфекцию и наземную обработку ранцевыми опрыскивателями. Кроме того, в борьбе с вредителями в этом году впервые применяют дроны. Как сообщают в Минсельхозе, ущерба посевным площадям вредители не причинили. У нас в целом по борьбе с саранчевыми вредителями задействованы 15 областей. На юге уже мероприятия уже завершились. На сегодняшний день проходит очистка. В северных регионах, зерносеющих регионах, на западе уже тоже близится к завершению мероприятия. А самое последнее – это регионы, которые будут завершать. Это Костанайская, Акмолинская область. А вот почему до некоторых сел до сих пор не дошел качественный интернет, обсуждали сегодня в Сенате. Речь о тех ситуациях, когда, казалось бы, оптоволокно уже дотянули, а телефоны по-прежнему ловят только 2G. Подняли проблему телевещания в приграничных районах, где телевизоры не настроены на отечественные каналы. Кто в ответе за эти упущения и когда на селе появится 5G, расскажет Агдана Сабыр.
Крупные операторы связи уже довели до многих даже отдаленных сел современные оптоволоконные магистрали. Осталось подключить дома. Это дело уже провайдеров помельче, но для них оказалось финансово неподъемным. К тому же приходится подстраиваться под настроение местных чиновников, которые в любой момент готовы расторгнуть договоренность. Чаще всего либо не дают доступ, либо дают доступ по таким ценам, которые делают нерентабельным работу в сельских населенных пунктах. Операторы становятся у акиматов заложниками. И вот если оператор чем-то не угодил акимату, акимат в любой момент говорит: снимайте свои провода с опор, и все. Эксперты объясняют, что между акиматом и оператором сегодня заключается не договор с гарантиями для бизнесмена, а просто меморандум, по которому исполнительный орган может снять с себя любые обязательства. Вот только в Минцифры уверены, что проблема эта решена еще в прошлом году. Правда, никто об этом почему-то не знает. Предусмотрена норма была по подвесу в части того, что если эти столбы принадлежат государству, акимату, местному исполнителю, то это должно предоставляться на безвозмездной основе. Такая норма тоже уже есть у нас в законодательстве. Поправка внесена, а до сих пор операторы не знают, но это все ненормально. Другой вопрос, как в некоторые приграничные села пришли и интернет, и телевидение, но не наши, а соседних стран. Там телевизоры настроены на российские, узбекские или китайские каналы, в зависимости от региона. Сенаторы говорят, проблеме уже много лет, и никто ее так и не решил. И, похоже, не собирается. В Минцифры попытались переложить ответственность на другое министерство. Олжас Кыдырбекович, вы молодые люди, вы никогда не должны говорить о том, что это не ваша компетенция, это компетенция Министерства информации. У вас одно правительство, у вас должен быть чуть-чуть патриотизм такой. Сами операторы связи просят от государства поддержки в виде льгот. Они уверены, для того, чтобы обеспечить всех казахстанцев качественными интернетом и телевещанием, есть все возможности, но действовать нужно сообща на всех уровнях. Ахдана Сабыр, Алихан Сатылган, Жибек Жолы. О доставке видеокарт, необходимых для сборки первого отечественного суперкомпьютера, сообщил в своем Инстаграм глава Казахтелекома Багдат Мусин. В опубликованном видео он поделился деталями проекта. Собирать суперкомпьютер будут в Алматы, и уже через 10 дней система заработает. Ее разместят на базе дата-центра Казахтелекома. Суперкомпьютеры смогут использовать госорганы, нацкомпании и корпоративные заказчики. Как отметил Мусин, возможности машины практически не ограничены. Она способна прогнозировать техногенные аварии и риски до их возникновения, помогать в диагностике заболеваний, управлять дорожным трафиком и выполнять множество других задач. Все те, кто хотят воспользоваться AI, для них это большая возможность. Давайте тогда быстрее сосредоточимся на том, чтобы уже повести их на наш СОТ и уже доинсталлировать, донастраивать и вперед, так скажем, бой. В будущее. Вперед в будущее. Тем временем в мире произошла крупнейшая в истории утечка личных данных. В сеть попали 16 миллиардов паролей и логинов от учетных записей, сообщают аналитики Киберньюз. Это, по мнению специалистов, результат масштабных фишинговых атак, использования вредоносного ПО и взломов различных ресурсов. Среди пострадавших пользователи таких крупных платформ, как Apple, Google, Facebook, Telegram, а также различных государственных сайтов и бизнес-сервисов. Как искусственный интеллект повлияет на работу госслужащих? Ответ на этот и другие вопросы современности искали сегодня на форуме GovHR. В столице собрались сотни экспертов из разных стран мира, включая США и Сингапур. Они обсудили то, какой должна быть современная государственная служба – профессиональной, открытой, ориентированной на потребности общества и нацеленной на конкретный результат. Свое приветствие участникам форума передал президент нашей страны. Сейчас в стране проводится множество различных реформ, благодаря которым все сферы жизнедеятельности успешно развиваются. Широкое распространение искусственного интеллекта и продолжающаяся цифровизация ставят перед нами новые задачи. Поэтому важно улучшать качество работы госслужащих. Нам нужны грамотные, трудолюбивые специалисты. В этом направлении в нашей стране ведется большая работа.
Мировые эксперты поделились опытом усовершенствования госслужбы в своих странах. Они убеждены, что чем быстрее руководители госорганов адаптируются к современным трендам, тем успешнее будет их деятельность. Мы хотим изменить среду внутри организации с помощью искусственного интеллекта, фокусироваться на том, чтобы он помогал автоматизировать процессы, а также улучшить удовлетворенность от работы. Один из главных секретов успеха Сингапура – это меритократия. Ее мы ставим превыше всего. Вне зависимости от класса, национальности, происхождения и связей. Мы ценим сотрудников за их опыт и то, что они приносят на службу. К другим темам. Режим ЧС объявят в 3 городах и нескольких районах Павлодарской области после небывалого штормового ветра, который обрушился накануне. Специалисты говорят, порывы достигали 43 метров в секунду. Последствия урагана устраняют до сих пор. Задействованы все экстренные и коммунальные службы. Оскар Кабеденов с подробностями. Последствия урагана на набережной. Такого удара стихии регион не знал давно. Всего за несколько минут ураганный ветер перевернул привычную жизнь. Слетала кровля, деревья падали на землю, словно спички. Без света остались 173 населенных пункта. Электроснабжение уже восстановлено в большинстве районов. После сильного ветра обрушилось 2 больших дерева. К счастью, никто не пострадал. Стихия оставила после себя серьезные разрушения. Почти 300 зданий лишились крыши. Попадали рекламные конструкции. Коммунальщики работают без остановки. Ущерб еще подсчитывают, но уже ясно. Шторм запомнится павлодарцам надолго. Наши ребята занимаются подвозом воды, электроснабжением водоподающих организаций. Также мы в районном центре в Баянауле развернули командно-штабную машину для организации бесперебойной связи. Ситуация находится под контролем. Многочисленные видео распространились в соцсетях. Это кадры из Аксу. В женщину попал острый ствол. Она погибла на месте. Медики фиксировали многочисленные обращения. Пострадали 18 человек. У нас 2 тяжелых взрослых, которые находятся в стационарах. Это города Павлодар, первой городской больницы, и в Экибастузской городской больнице. Состояние их тяжелое, стабильное. Все необходимые для них медицинскую помощь наши медицинские работники оказывают. Коммунальщикам предстоит восстановить 16 опор линий связи и электропередачи. Больше 300 специалистов работают в области, а количество спецтехники увеличено до 103 единиц. Оскар Кабеденов, Алексей Мницкий, Жбек-Жолы, Павлодар. МЧС обратилась к казахстанцам с предупреждением о сложных погодных условиях по всей стране. В ведомстве назвали основные угрозы. Это грозы, град, сильная жара, сильные порывы ветра и пыльная буря. Кроме того, в большинстве регионов страны ожидается высокая пожарная опасность. Спасатели рекомендуют во время грозы не укрываться под деревьями и не пользоваться электроникой на улице, не разжигать костры, а при ухудшении погоды по возможности и вовсе остаться дома. Продолжаем программу. Больше сотни преступлений в Казахстане совершались с закрытыми лицами. Злоумышленники использовали маски, балаклавы и другие предметы одежды, чтобы скрыть свою идентичность. Чтобы таких преступников было легче опознать и найти, в парламенте предложили ввести запрет на закрытие лица в общественных местах. Сенаторы поддержали предложение. Запрет, однако, не будет касаться медицинских целей, погодных условий, исполнения трудовых и служебных обязанностей. Люди совершают преступления с закрытыми лицами, и многих не могут распознать даже самые дорогие камеры наружного наблюдения. Поэтому мы собираемся ввести запрет на одежду, скрывающую лицо в общественных местах. Нас спрашивают, имеет ли это отношение к религии. Хочу подчеркнуть, мы на это не смотрим. Если религиозная одежда скрывает лицо, например, никаб, то запрет будет распространяться и на нее. Отмечу, запрет на скрывающую лицо одежду – часть поправок в закон по вопросам совершенствования правоохранительной службы. Сенаторы вернули документ на доработку в Мажилис из-за правил предоставления жилья для сотрудников силовых структур. Депутаты уточнили порядок расчета площади жилья, на которую распространяются выплаты. Предельная площадь будет определяться правилами жилищного обеспечения, утверждаемыми правительством вместо лимита в 90 квадратов.
столице сегодня подростков проверяли на наркотики. В одном из торговых центров волонтеры раздавали специальные экспресс-тесты на определение запрещенных веществ в организме ребенка. Эта акция была добровольной, но не все адекватно восприняли такое предложение. Как помочь родителям распознать угрозу вовремя и почему теперь сделать это можно буквально дома, расскажет Динара Акылжанова. Волонтеры предлагают родителям подростков провести экспресс-тест на наркотики. В одном случае парень при отце отказался проходить тест и даже убежал. Бега! Ты куда? Сегодня я пришла сюда не только как журналист, но и как мама. Мы с дочерью решили поучаствовать в этом социальном эксперименте. Зачем? Чтобы показать, экспресс-тест на наркотики – это не страшно. Его спокойно можно пройти и дома. А мы готовы попробовать прямо сейчас. Готовы? Да. Тест показывает наличие в моче следов запрещенных веществ, но не дозу. Результат через несколько минут. Продается такой тест в любой аптеке. Для окончательной уверенности всегда можно обратиться в лабораторию. Помним, что вперед всегда идет профилактика. И это очень важно. Для того, чтобы довести до населения нужную информацию. Потому что зачастую родители не знают, как узнать, действительно употреблял ли ребенок или вообще есть ли там причастность к этому. А в первую очередь любой родитель, он беспокоится о своем ребенке. Реакции родителей разные. И сразу видно, у кого какие отношения с ребенком. Не подключая школу, не подключая, там, я не знаю, общественность, это было бы, наверное, замечательно. Поэтому я лично, как мама 3 сыновей, поддерживаю такую идею. Нет, дети мне доверяют, я им доверяю. Почему бы и нет? То есть это как-то все равно и обезопасит и родителей, и детей, и как-то будет все равно по-своему, да, спокойнее будет родителям за своего ребенка. Инициатива – часть информационной кампании МВД. Ее поддержали акимат Астаны и волонтерское движение «Астана Жастары». Результат теста моей дочери отрицательный. Но главный вывод – такой тест дает родителям шанс вовремя заметить проблему и решить ее вместе с ребенком, без давления, в доверии и поддержке. Один честный разговор между родителем и подростком может изменить многое. Динара Акылжанова, Сакен Пионер, Жебек Жола. Количество ДТП на республиканских автодорогах снизилось на 12%. Об этом сообщили в МВД, связав положительную динамику с введением штрафов за превышение средней скорости. Напомню, соответствующий закон вступил в силу 4 декабря прошлого года. Камеры, установленные на междугородних дорогах, рассчитывают среднюю скорость автомобиля путем деления пройденного расстояния на затраченное время. Если водитель превысит установленную скорость на 10-20 км в час, то заплатит штраф в размере 10 МРП, около 39 тысяч тенге. В случае превышения более чем на 60 км в час сумма штрафа увеличивается в 8 раз. Сейчас система расчета средней скорости внедрена на 13 республиканских трассах, сообщают в МВД. В зависимости между какими камерами, да, или там, например, на какую скорость, в какое время он это нарушает, это все выявляется автоматическими системами фиксации и также направляется предписание в личный кабинет водителю. Количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 12%, а погибшие в них уменьшилось порядка на 24%. А уже в понедельник казахстанские полицейские отметят свой профессиональный праздник. Сегодня мы хотим рассказать вам о страже порядка из Алматы. Жанис Жумабаев всегда в движении и первым примчится на помощь, когда дорога каждая секунда. А все потому, что он мобилен на своем мотоцикле. Айман Каймульдина узнала секреты патрулирования на колесах. В плотном потоке машин Жанис Жумабаев ловко маневрирует между рядами. Его мотоцикл не просто транспорт, оперативное средство реагирования. Вот он быстро замечает нарушение и вперед. За парковку в неположенном месте инспектор Жумабаев снимает номера. У нас проспект Аль-Фараби, очень загруженная трасса, где одно ДТП может привести к затору, допустим, до аэропорта. Мы как и занимаемся профилактикой нарушений, так и привлекаем мы. Поэтому, когда любого человека привлекаешь к административной ответственности или к административному аресту,
это все равно неприятно. В органах внутренних дел Женис работает уже 13 лет, из них последние в мотопатруле. Порой приходится даже летать по рыкам, шутит полицейский. Его экипаж сопровождает кортежи первых лиц и отвечает за порядок на улицах мегаполиса. В 2022-м, например, в Астане работал во время визита Папы Римского. В мегаполисе 8 таких экипажей. За сутки полицейские выявляют до 10 правонарушений. Мотоцикл является транспортным средством повышенной опасности. Поэтому в связи с этим мы перед сезоном всегда осуществляем тренировки по плацу, чтобы навык все-таки за зиму где-то что-то забывается, привыкнуть и так далее. И очень бдительно ездим. Я молодой, работаю всего лишь 3 года, а Джеймс, он инспектор с большим опытом, сопровождал многих охраняемых лиц. Он мне как на работе, он мне является как отец. Мотопатруль в городе не только про порядок и безопасность. Стражей порядка узнают, уважают и даже просят фото на память. А для туристов мотоциклисты, полицейские и вовсе настоящие символы мегаполиса. Айман Каймульдина, Ерик Керимкулов, Живек Жола, Алматы. Как работает общественный контроль на местах и как выполняются поручения, которые дали на национальном Курултае? Об этом говорили в СИМЕ эксперты и представители Казахстанского института стратегических исследований. Одной из главных тем стала прозрачная работа власти и эффективность мониторинга. Эксперты обсудили, насколько активно работает гражданское общество, выполняются ли проекты в срок и доступна ли информация для населения. По мнению специалистов, только при участии общества можно добиться реальных изменений. Участие в контроле позволяет более качественно, то есть реализовать эти проекты, поэтому мы нацелены на то, чтобы послушать именно региональных экспертов, представителей гражданского общества, то есть какие есть проблемы, барьеры в этом направлении, или же наоборот, какие есть положительные кейсы, чтобы мы могли также аккумулировать эти знания в наши аналитические записки. А в 2027 году в нашей стране ожидается масштабное спортивное событие – чемпионат мира по настольному теннису. В конкурсе за проведение у себя этих соревнований участвовали также США, Бразилия и Франция. Однако голоса распределились в нашу пользу. Что именно способствовало такому выбору и как отнеслись к победе Казахстана страны-соперницы, в интервью нашему телеканалу рассказал генеральный секретарь Федерации настольного тенниса Данил Пак. Как вы думаете, как нам удалось собрать голоса? В чем была ключевые факторы того, что мы одержали победу? Казахстан себя давно зарекомендовал как страна, которая может проводить мероприятия на самом высоком уровне. У нас за плечами есть большой опыт. Мы проводили в 2017 году международный итоговый турнир World Tour Grand Finals с общим призовым фондом порядка $1 миллиона США. Помимо этого мы на постоянной основе проводим турниры. Вот уже 4-й год WT Youth Contender Алматы и взрослый международный турнир Contender. Это мероприятие, спортивное мероприятие, которое проходит под эгидой Международной федерации настольного тенниса. Вот, помимо этого мы в прошлом году провели в октябре месяце чемпионат Азии по настольному теннису. Да, здесь у нас в Астане. И даже вот представители Азиатской международной федерации настольного тенниса сказали, что этот чемпионат Азии ничем не уступает чемпионату мира, да, в плане вот, в организации этого турнира. А если углубиться в историю, то у нас уже проводился чемпионат мира по настольному теннису ранее? Ранее чемпионат мира не проводился в Казахстане, не проводился на территории Центральной Азии. На территории стран СНГ проводился в 2010 году, это было в Москве, но это был командный чемпионат мира. Мы считаем, что личный чемпионат мира, а у нас будет проходить личный чемпионат мира, он всегда намного интереснее. Мы считаем, что этот будет чемпионат мира один из лучших в истории. Франция вообще вот в 27 году было 100 лет, будет 100 лет настольному теннису Франции Федерации. Если честно, они очень сильно расстроились. Там даже вот их презентационном видеоролике президент Франции Эммануэль Макрон выступал там, буквально там, минут 7-8. То есть для них это очень важно было все. Но, тем не менее, чемпионат мира будет проходить у нас дома. Мы его выиграли, и поэтому мы думаем, что
проведем его на очень высоком уровне. Хорошо, спасибо вам большое. Мы на этом закончили. Спасибо, Рахмет. В Туркестанской области археологи сделали удивительное открытие. В могильнике Кылышжар, что в Ардабасинском районе, нашли останки воина и древнее оружие, относящееся к эпохе Кангюев. Во время раскопок обнаружены меч длиной более 1 метра и кинжал. По словам ученых, найденное оружие – это акинак, типичный меч древних воинов. Предположительно, его владельцем был мужчина в возрасте 35-40 лет. Эксперты отмечают, что такую находку в этом регионе обнаружили впервые за последние 20-25 лет. Сейчас артефакты направлены в лабораторию для научной экспертизы. Мы проводим раскопки на территории городища Культыбе и могильника Кылышжар. Наша главная задача – найденные артефакты передать в музеи и представить на республиканском уровне. И в завершении выпуска мои коллеги подготовили материал о казахских лошадях. Сегодня наши скакуны считаются одними из самых выносливых и неприхотливых. В чем секрет их силы и верности? И почему именно казахские породы лошадей могут стать настоящим национальным брендом? Об этом в сюжете Натальи Акопян. Это форвард. Вполне вероятно, что на одной из таких лошадей когда-то рассекал просторы наших степей казахский хан. Лучшим другом кочевника всегда был его конь. В те времена именно казахские лошади были на вес золота. А что сегодня? В Казахстане около 14 пород лошадей. В основном это верхового направления, рысистого, верхово-упряжного и продуктивные лошади мясомолочного направления. Это вновь выведенные породы у нас здесь в Казахстане. Это кушумская порода лошадей. Мугалжарская. У нас были выведены еще помимо этого кустанайская порода в 1951 году. Развитие селекции внесло свою лепту. Сегодня сложно найти животных в чистом виде. Большинство прошли этапы улучшения. Тем не менее, по своим характеристикам казахские лошади по-прежнему превосходят многие другие породы. Они неприхотливы, могут питаться даже снегом и не требуют специальной подкормки. Однако, несмотря на очевидные преимущества, ученые беспокоены тем, что табунному и заводскому коневодству в стране пока уделяется недостаточно внимания. Английские лошади у нас популяризуются, арабы, халтикинцы и другие. А почему бы наших самих лошадей не популяризировать? Поэтому сейчас в Ахтубе по поручению главы государства открыли большой институт именно по разведению в целом казахских породах лошадей. Также в Кустанае есть большой завод производства кустанайских лошадей. Президент подписал в прошлом году закон о сохранении и воспроизводстве отечественных пород лошадей. Это, безусловно, отразится и на спортивных достижениях, которых у казахских скакунов и так немало. Выносливее, сильнее сейчас считаются, наверное, немецкие породы, но в целом не уступают, я бы, наверное, сказала, и казахские породы. Они все-таки больше, наверное, про скачки, то есть это не высотные лошади, то есть на них высотные конкура не поедешь. Казахские лошади и казахские всадники впервые участвовали на первой Олимпиаде народов СССР в 1959 году. Анатолий Тишков был призером СССР на кустанайском жеребце-фантазер. По выносливости кустанайскую породу, мало, наверное, кто может обойти. За суточный пробег жеребец-золотник прошел 311 километров. Познакомиться со скакунами казахских пород сможет каждый желающий уже 19 июля. В Астане пройдет большая конная выставка Ерханата, которая должна напомнить, что лошадь по праву является национальным брендом нашей страны. Наталья Акопян, Райнбек Бегужаев, Жибек Жола, Астана. И это все новости на сегодня. Я благодарю вас за внимание и желаю хороших выходных. Всего доброго.